Казахские курпе – традиционный вид народного прикладного творчества. Красочные, сочные, теплые солнечные лоскутные работы, сшитые из самых разных тканей. Яркие лоскутки, собранные вместе, напоминают о ярких цветах весенней казахской степи, о тихой глади озер. Всем здравствуйте! Мы рады вас приветствовать. Сегодня мы для вас подготовили небольшой мастер-класс по шитью курпе. Мы очень давно занимаемся этим, и вот с подружкой решили вам показать очень интересные узоры, которые у нас получаются. С этим делом справятся даже самые начинающие швеи. Да, и вот для этого нам надо вот такие вот кубики, примерно 20 на 20. Два красненьких и два зелененьких. Их надо скласть именно лицом к лицу. Складываем. Уголки должны обязательно совпадать, чтобы края были идеально ровными. Закрепим обязательно по уголочкам. Это для того, чтобы не съезжал материал. Важен еще один такой момент, что лоскуточки должны быть обязательно двух цветов. В нашем случае красный и зеленый. Тогда орнамент получится наиболее интересным. Затем мы возьмем линеечку, от одного уголка к другому сделаем линию. Еще один момент, когда мы будем прошивать наши с вами лоскуточки на машинке, лапка должна немножечко строго проходить по линии с одной стороны, и также строго лапка должна проходить по линии с другой стороны, и тогда между ними получится небольшое расстояние. Это для того, чтобы мы могли потом аккуратненько разрезать его. После того, как мы с вами прострочили наш лоскуточек, мы с вами прорезаем его ровно посередине вдоль тех линий, про которые мы говорили ранее. Прорезаем. Иголочки убираем, они уже нам не понадобятся. За счет того, что мы с вами прострочили вдоль начерченной линии, лоскуточек наш будет вот такой вот красивенький, цельный, не развалится. Смотрите, какой замечательный узорчик у нас с вами получился. Красота! Возвращаем исходную позицию и продолжаем далее. У нас получились вот такие вот треугольнички. Мы их разворачиваем, и получается у нас квадратик. Очень интересный. Вот 4 квадратика. Можно складывать их по-разному. Будут очень замечательные узоры. Мозаику можно сложить. Можете так повернуть. Можете наоборот, зелененькое внутрь. Как ваша фантазия И будет между собой потом желать. сошьете. Очень удобно, быстро и легко. Вот. Мы сшили, как захотели, положили узорчик. Вот такой у нас получился. Вот такая прекрасная у нас работа, симпатичная. Прямо радует душу. Еще раз напоминаем, что такую работу может сделать любой начинающий. Это самая легкая наша работа. Ну а мы продолжим то, что не успели доделать. Это одна из наших самых интересных работ. Мы готовим, шьем курпешки. Осталось, в принципе, украсить стразами. Сначала мы вырезали вот орнаменты, пришивали аккуратненько. Теперь мы должны украсить, и будет очень прекрасная курпешка. И вот таким вот незамысловатым способом получается вот такое вот чудотворение. Жьем курпе. Вот именно с таких квадратиков выходят вот такие прекрасные, теплые, яркие, красивые курпе. И когда приходят гости, они очень рады, что именно такое прекрасное творение у меня дома. Ну а вам, наши дорогие зрители, мы хотим пожелать всего самого хорошего. Надеемся, что наш мастер-класс вам в будущем обязательно пригодится. Всего хорошего, счастья, добра и мирного неба над головой. Всего хорошего!